Михаил Ефимович Николаев в числе приоритетов государственной политики всегда ставил вопросы образования и науки. В республике создавались уникальные условия для работы с одаренными детьми. Так, 25 лет тому назад в селе Чапаево открылся физико-математический форум. Наверняка все знают, если историю школы знаете, первый год она работала в стенах нашего родного лицея. И сегодня это учреждение выросло до Малой академии наук Республики Саха-Якутия. И сегодня у нас высокий гость. Прошу поприветствовать доктора философских наук, ректора Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василия Климовича Павлова. Также вместе с ним к нам пришел Барамылин Николай Андреевич, руководитель пресс-службы Малой академии. В свое время он работал советником президента нашего Михаила Ефимовича Николаева. И, конечно же, Попов Сергей Валентинович, руководитель регионального центра Малой академии, тоже в свое время работал помощником Михаила Ефимовича Николаева. Пожалуйста, вам слово. 3 помощника стоят Михаила Ефимовича Николаева. Я самый старый в плане помощников. Да, кстати, с 99-го года я был помощником довольно долго, советником, да, кстати, до конца, значит, жизненного пути нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Но я с ним знаком очень давно. За 2 года до Московской Олимпиады я встретился в 1978 году. Я был школьником, как и вы, и он приехал в мою деревню. Это в Сунтарском районе, деревня Ильгей. И у нас, значит, у дедушки был музей, он посмотрел этот музей, был очень доволен. И потом у нас он остановился, пообедал с нами. Да, кстати, со мной он очень интересно разговаривал, потому что его в то время занимала такая вещь, называется сапропель. Это планктоны в озере, которые находятся. И была такая идея его очень замечательная, как использовать эту сапропель для того, чтобы обогатить питание нашего крупного рогатого скота. Да, в то время он был министром сельского хозяйства нашей республики, которая называлась тогда Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, короче, ЯССР. С Хангаласским улусом наша семья очень серьезно связана, потому что мой предок, господин Павлов из Горного Улуса, основал первую школу здесь, которую вы знаете. Потом моя прабабушка Зинаида Громова финансировала строительство деревянного здания, которое здесь находится, да, где все дерево и прочие пиломатериалы, они были привезены из Иркутска. Да, кстати, это все было построено абсолютно за деньги частного человека, да, получается. И 3 моих родственников были в свое время главами Хангаласского улуса, это еще до революции. Потом, значит, мой прадед был руководителем повстанческого движения против советской власти, он сражался очень активно, да, кстати, и, естественно, он погиб в результате этого, да, но в его команде был Павел Васильевич Ксенофонтов, он был его командиром одного из его отрядов. И он как раз был расстрелян в 1928 году коммунистами, как говорится. Да, так сказать. Но в любом случае, да, так сказать, это люди были исключительно патриотичные, да, так сказать, люди, которые были всегда за Якутию, за нашу республику. И самое важное, как только установилась автономия, они сразу сложили свои вот ружья и стали строить эту замечательную новую сущность, которая называется Якутская республика. В то время, значит, социалистическая автономная. В 1990 году был очень такой интересный момент. Я тогда работал уже в Англии, в Лондоне, до этого я учился в Англии в 80-е годы в конце. И приехал на родину, решил прилететь, да, так сказать, это был уже сентябрь месяц, 22 сентября, я это очень хорошо помню, потому что в Пекине открылись первые 11-е азиатские игры.
и они еще продолжались до 7 октября. Было очень хорошее открытие, я эту трансляцию видел в 99-м. Потом 26 сентября я прилетел в Якутск вместе с Михаилом Ефимовичем Николаевым. На одном самолете мы сидели рядом на первом ряду. Он сидел справа от меня, я рядом с ним, и смотрел я какие-то статьи на английском языке. И ему это очень интересовало, его как раз про науку мы тогда обсуждали, да, кстати. Я вот тогда занимался сине-зелеными бактериями, и ему было очень интересно, он много меня спрашивал, и я так был удивлен, настолько вот он большой человек, государственный деятель, и интересуется еще и наукой в то время. Да, так сказать, он обязательно сказал, зайдите, еще поговорим, да, так сказать, когда буду. И сразу на следующий день была объявлена вот знаменитая, получается, у нас декларация о суверенитете государственном Республики Саха-Якутия. Самое такое, тогда еще по-другому она называлась, Республика, Якутская Саха-Республика, да, так сказать, называлась. И после этого Михаил Ефимович мне всегда говорил, да, что такое объявление вот, декларации государственности? Это на самом-то деле возможность развиваться. Вот человек должен развиваться все время. Точно так же общность людей, которая объявляет себя сущностью государственной, это означает очень высокую ответственность развития человека. Да? И это позволяет нам самостоятельно улучшить себя. И это очень важно, потому что все время быть, как говорится, ведомым, да, и не иметь возможности самим решать, что можно сделать здесь локально, это самая тяжелая возможность, да, самый тяжелый вариант развития. А самый лучший вариант развития, когда вы сами берете на себя ответственность и развиваетесь. Вот это очень важная часть. Об этом все время говорил Михаил Ефимович Николаев, потому что он вырос здесь, учился здесь, на этой земле, в этой школе, скажем так, да, кстати, условно говоря, и он создал сам себя. Он был невероятно талантливым, невероятно образованным человеком. Все время жил тем, что изучал, получал новые знания. Я вот поражался, насколько он много помнит, да? Он каждого человека, вот кто-то с ним подходит, здоровается, он помнит его и отчество, родителей и прочее. Как он это делал, да? Я помню, как он на очень маленьких каких-то, значит, это сейчас называется такие, ну, маленькие слипы, да, кстати, это кусочки бумаги, где он писал имена людей. Потом он их ставил прямо, значит, на зеркале где-то, да, кстати. И утром, когда он мылся, там, брился и прочее, он смотрел все это, да, кстати, и запоминал. То есть у него была такая специальная система запоминания имен людей, каких-то событий и прочее, повторений. Много раз он это все делал, да, так сказать. И это действительно ему помогало, и также он очень много читал. Книга — это был его постоянный спутник жизни. Поэтому я всех вас призываю, родиться здесь — это еще великая честь, да, которая говорит о том, что перед вами открыто все. Михаил Ефимович выступал в ООН. Это первый человек якутский, да, которому довелось такую честь, да, так сказать, взять это перед всем мировым сообществом, Генеральная Ассамблея ООН. Да, встречался с самыми знаменитыми людьми мира. Да, председателем Китайской Народной Республики, с императором Японии, об этом мы говорим, да, так сказать. И действительно перед вами такие же возможности открываются. Вам нужно только трудиться упорно и активно, тогда вы достигнете этого. Самое главное, что Михаил Ефимович всегда призывал, думать всегда глобально, да, хотя мы действуем, может, локально. Пожалуйста, вот следующее слово я представляю Николаю Андреевичу. Ну вот я хотел бы остановиться. Мы сейчас посмотрели фото выдающихся исторических личностей, и вот я хотел бы напомнить, что вот мы находимся в селе Чапаево Актемского наслега, рядом находится Тихтюрский наслег. Раньше, до революции, он назывался Хаксысским наслегом, и там родился и вырос Алексей Дмитриевич Широких, который был учителем Чапаевской школы. Вот здесь он работал, в вашей школе. И он написал в 1912 году губернатору Якутской области Иоганну Крафту письмо о том, почему надо обновить старую школу. Ага. И благодаря этому вот прабабушка
Василия Климовича помогла построить новую школу, потому что губернатор получил разрешение на строительство новой школы. Вот. А из-за вот этого записки Алексея Дмитриевича взяли на работу в областную администрацию. Это до революции для инородцев это была редкость, чтобы якуты работали в областной администрации. Ну, как вы знаете, до февральской революции якуты не входили в состав сословий империи, они были вне сословной системы, они были в категории инородцев. И вот Алексей Дмитриевич после февральской революции возглавлял Комитет общественной безопасности Якутского уезда, вот, а председателем областного комитета общественной безопасности был Василий Васильевич Никифоров. Он, кстати, тоже выходец из Хангаласского улуса, его отец был родом из немигюнцев. Ага. Вот, и этот самый, получается, что после февральской революции Якутскую область возглавляли выходцы вот из нашего Хангаласского улуса. Да, которые были связаны с Чапаевым, да, с долиной Эркень. Вот, и они смогли тоже удержать стабильность и власть, но, к сожалению, когда власть переменилась, да, вот, но тут надо отметить, что вы видели портреты 5 основоположников республики, но надо учесть, что заместителем Платона Алексеевича Аюнского в ЦИК был Алексей Дмитриевич Широких. То есть, получается, вот эти молодые революционеры, они не отринули старое, да, а взяли на вооружение опыт более старшего поколения. Поэтому вот призываю вас также, хотя жизнь развивается очень быстро, хотя вот наше поколение, мы в гаджетах хуже разбираемся, чем вы, да, но в некоторых жизненных моментах все-таки вы не забывайте советоваться с более старшим поколением. Потому что все-таки не только гаджетами определяется жизнь, это я могу сказать как блогер, у которого 13 тысяч подписчиков в YouTube, 10 тысяч подписчиков ВКонтакте и свой блог. Дорогие дети, конечно, вот поздравляю вас с Днем государственности нашей. Вам очень повезло, конечно. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто видел лично Михаила Ефимовича Николаева. Поднимите, пожалуйста. Вот смотрите, сколько у нас наших современников. Да, Михаил Ефимович в позапрошлом году здесь был, мы были с ним, да, не помните, кто знает, да. Вам очень повезло. Мало кто учится в школе, которую впервые в республике, первая открытая школа Михаила Ефимовича, это вот наш Артемский лицей. Он первую школу вот эту открыл. Вот, это вот такая большая честь. Вот, и мы стоим продукт первого президента практически, да. Здесь стоят 10 человек, нас не трое. Василий Климович знает английский язык, знает французский, итальянский языки. Немецкие языки. Да. Вот стоит Бармыкин, который сам изучал японский язык, знает, что он владеет японским, знает английский язык, знает, понимает китайский язык. Вот смотрите, да, практически 7 человек. Ну, я тоже английский, турецкий знаю, ну и так далее, да. И не буду там вдаваться в историю, да, вы поднимите, пожалуйста, кто знает английский язык. Говорит на английском языке. Молодцы, ребята. Вот хотелось бы в следующем году мы придем, мы вопрос зададим, хотелось бы, чтобы вы подняли все руки. Потому что я хочу вам напомнить, мы все хотим, вот поймите нас правильно, да, мы хотим, чтобы вот каждый из вас был успешным, благополучным, чтобы у них сложилась жизнь, создал свою семью и так далее. Потому что сегодня у нас год детства, год семьи, как вы знаете, да. И для того, чтобы это сделать, каждый человек ищет для себя свой путь. Каждый человек пытается найти, хорошо жить. Кто хочет плохо жить? Вот поднимите руки. Поднимите руки, кто хочет плохо жить. Плохо жить. Вот не вижу ни одной руки. А кто хочет хорошо жить? Кто хочет хорошо жить? Успешным. Все же поднимаете. Вот молодцы. Вот так и надо. А для этого мы очень долго ищем, вот мы педагоги, я педагог в 6-м поколении, ищем
возможность, как дать детям то, чтобы они хорошо жили, чтобы они были счастливы, чтобы у них были хорошие семьи, чтобы у них были дети, внуки и так далее. Михаил Ефимович нашел свою формулу, очень простую, очень удобную для каждого человека и удобно достигаемую формулу. Это 5 китов образования. Михаил Ефимович сказал: ребята, играйте в шахматы, но шахматы это не так, чтобы ты там был как Каспаров, да, Карпов там и так далее, да, как Капабланка, да? Хосе Рауль Капабланка. Нет, шахматы это язык, какой язык? Наверное, знаете. Язык формул, язык алгоритмов, язык цифр. Каждый ребенок, вы должны полюбить цифры, полюбите алгоритмы, формулы, задачи, полюбите их. Полюбите, и они вам помогут. Они помогут вас логически мыслить. Михаил Ефимовича была логика очень развита. Он абсолютно логический человек. Вот в чем, так в логике Михаил Ефимович нельзя было отказать. Он очень любил формулы, задачи, он очень любил решать какие-то сложные вопросы и так далее. Да? Многоходовые задачи. Вы же знаете многоуровневые задачи, да? Ну, пройдете, наверное, старший класс. И вот полюбите формулы алгоритма, полюбите шахматы. Вот игровые моменты. Вот он сказал, это первый кит образования. Второй кит образования это рисование. Рисование, но Михаил Ефимович не говорил, что каждый ребенок должен там, как Кюинджи, там, не знаю, там, кто-то, да, там, Кюшкин и так далее. Нет. Рисование он видел как трехмерное мышление, как умение видеть перспективу, умение передавать свои эмоции через какие-то через визуальные моменты. Да, вот это тоже овладейте. Пожалуйста, каждый должен овладеть вот этим моментом. Свои мысли переносите на бумаги, рисуйте, неважно где, в компьютере, в бумаге, где, но пожалуйста, рисуйте, чертите линии, чертите какие-то, передавайте свои мысли визуально, через визуализацию, это очень хороший момент. Мыслите внутри, учитесь смотреть себя и учитесь смотреть красоту мира. Вот Михаил Ефимович об этом говорит. Рисование, вы должны тоже научиться рисовать. Наслаждайтесь закатами, восходами, расцветами. Вот получаете эстетическое наслаждение от простора. Михаил Ефимович очень любил приходить сюда и ходить, смотреть простор. Вот наши горы, долины, реки. Он очень любил вот широкие. И вот тоже смотрите вдаль, за горизонт. Учитесь смотреть за горизонт. Согласны, да? Да. Далее, третий кит образования Михаила Ефимовича это музыка. Музыка, но не в том плане, что каждый ребенок должен там учить ноты, это, конечно, надо. Вот Василий Климович стоит, играет на фортепиано, аккордеоне. Он исполняет арии на японском языке. Мы вот вообще были в шоке, понимаете? Вот человек японскую старую хокку там вот это вот исполняет. Действительно вот на высоком уровне. Военные песни. Военные песни. Ну, я, конечно, все, наверное, там пели в хоре, играли на гитаре там, и так далее. Да? Вот. Музыка – это язык прекрасного. Слушайте классическую музыку. Михаил Ефимович всегда говорил, классическая музыка. Слушайте классическую музыку. Хоть неважно, какую музыку, инструментальную, поп, рок там, и так далее. Слушайте музыку, потому что музыка нас как бы учит тоже, делает нас лучше. Вот эти моменты. Да? Ну, про английский язык, конечно, я не буду говорить, потому что вы и так знаете. Четвертый кит образования – это языки. Вы должны владеть языками, иностранными языками, разными языками, язык компьютера, язык разных народов, языки животных. Вот тоже вы должны овладеть этими языками. Ну, не в том плане, что там различать языки, а так, чтобы понимать эмоции, как это вот кто-то рычит, кто-то так мяукает, кто-то гавкает и так далее. Но прислушивайтесь, держите глаза открытыми. Это четвертый кит образования. И пятый кит образования, конечно, все это можно достичь только если вы будете здоровы. Только если вы будете правильно питаться, соблюдать режим дня, соблюдать гигиену. Это язык физкультуры, язык тела. Вот, пожалуйста, вот я смотрю, вот красивые молодые люди, вот сутулиться сидит, не сутультесь никогда. Правильно должны держать себя в теле, в пространстве. Ваше тело должно находить всегда знать свое место. Чаще улыбайтесь.
следите за эмоциями. Вот 5 китов образования, я кратко провел лекцию вам в День государственности. И это очень важно. Почему? Потому что Михаил Ефимович добивался именно этого. Если вы будете успешны, если каждый из вас добьется в своей жизни хорошее, значит суверенитет был не зря. Спасибо большое. Сегодня, ребята, у нас действительно уникальный случай, когда перед вами стоят 3 помощника Михаила Ефимовича, которые проработали с ним очень долгое время. Вот это люди, которые видели Михаила Ефимовича последними, вообще практически, да, и разговаривали с ним перед самым его уходом. Это у нас был Сергей Валентинович, да, и после этого Михаил Ефимович ушел. Поэтому вы видите, да, как эмоционально и оригинально Сергей Валентинович, Николай Андреевич и Василий Климович рассказывают с вами общаются, да. Это показывает в том, что Михаил Ефимович, аура, окружение его, да, само оно было очень творческим, нестандартным. Поэтому сегодня еще раз хочу напомнить, да, вот запомните этих людей, пожалуйста, да, они всегда будут рядом, и я уверен, что Василий Климович всегда будет нас поддерживать, да, во всех наших начинаниях, сотрудничестве. И дай Бог, чтобы их знания, опыт передались вам, вы их приняли и впоследствии стали такими же интересными, нестандартными людьми, которые дальше будут развиваться, да, и двигать нашу республику вперед. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо, ребята.